По оттоку населения, Александр Ильич, если позволите, я понимаю, что это очень важный вопрос, и вы поручали, хочу вам доложить, ситуация сложная. В Кальском районе по переписи 2011 года, что сейчас я, наверное, подвергаю сомнению, 30 тысяч населения, из них 7 тысяч в городе, 23 тысячи в селах. У нас, это статистические данные, которые нужно проверять, нужно делать в районе новую перепись. Она стоит, конечно, финансовых затрат, и на 2024 год мы не готовы. Если что-то дополнительно нам Кабинет министров окажется действовать, но мы бы хотели эту работу провести, чтобы иметь полные данные. Численность населения трудоспособного в районе 17 тысяч человек. А моложе трудоспособного у нас 5230 человек в Гальском районе родилось за 2023 год, 137 детей по данным роддома, но по данным ЗАГСа, выданных свидетельств о рождении, 59. Почему, Александр Григорьевич? Дети рождаются в роддоме, но ЗАГС не может им выписать свидетельство о рождении, потому что у родителей нет документов. Вот такая разница у нас получается. Пенсионеров у нас 5863 человека по виду на жительство получают пенсию, и всего лишь 344 человека получают пенсию гражданина Республики Абхазия. Поток населения начал происходить с 2015 года, по данным мы видим, связано с лишением гражданства населения и со сложностями в документировании. За последние 2 года тенденция приостановлена, это все поток уменьшается, но из-за отсутствия перспектив для получения гражданства детям, рожденным в Республике Абхазия, родившихся у нас в стране, прошедшие в наш детский сад, окончившие школу, и те люди, когда понимают, что их дети и сами дети, что они не будут граждане, конечно, они будут направлены в разные стороны, но только не внутри своей родины. Вот эти проблемы, те законы, которые были сейчас приняты и вами подписаны, пока не вступили в силу, Министерство юстиции готовит подзаконные акты и инструкции. В ближайшее время, в течение 2 недель обещали, что запустим, посмотрим, как пойдет эта процедура. По оттоку населения, вот у меня есть данные, если в других районах отток населения можно видеть по данным паспортной службы, то есть сколько прописали, сколько выписались, то в Галиции не выписываются. У нас такой практики нет, потому что выписавшись и по виду на жительство, нигде и не пропишешься. В основном это получается, просто люди уезжают. Вот у меня докладная, вот один пример, это село Таглан, он пишет, что у него 51 домовладение опустело. 51 в этом селе проживают 380 хозяйств. Вот из 380 уже минус 51. На основании этого письма я распорядился создать инвестиционную комиссию по обходу безхозяйных домовладений. Начнем с села Таглан, пойдем по всем селам, объем большой, тогда у нас будет и более обстоятельная картина. Более того, все эти данные не имеют наш РУП Черноморэнерго. На каждое домовладение начисляется электроэнергия, счет, соответствующий это не оплачивается некому, соответствующий у нас статистика падает. Тем самым у нас и статистика будет верная, обстоятельная, но работа требует времени. Эту работу мы проводим.